Ассаламу алейкум, друзья. Витаю вас. Шалом алейхим. Гутен абенд, наверное, да? И hello. Я всех вас, друзья, приветствую. Сердечно. Сегодня у нас 10 декабря 2025 года, 18 часов 1 минута по Берлину. И, соответственно, 20 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний стрим я свой назвал «Ичкерия. Завтра началась война». И Украина, мир на грани мира или опять 25. Давайте об этом и многом другом поговорим. Но прежде я хочу вас предупредить. Все те, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Она на первом месте. Безопасность превыше всего. Все остальные пишите комментарии, задавайте вопросы. И я вас всех приветствую, друзья, еще раз. Так. У нас проблемы с интернетом, что ли? Завтра исполняется 31 год с начала первой полномасштабной российской агрессии против Чеченской Республики Ичкерия. 31 год назад, 11 декабря 1994 года, началась первая полномасштабная война. А по факту это была 4-я военная агрессия. До этого были, то есть, 3. Которые наша власть и наш народ с успехом отбили. Также мы отбили и 4-ю. Вот, фактически так. Это делается для того, с юридической точки зрения, чтобы уйти от ответственности. То есть Россия не вела колониальные войны, имперские войны. Она вела просто, наводила порядок у себя там под брюхом, где чеченцы начали убивать друг друга там, и все остальное. Все, конечно же, это не соответствовало действительности. Это абсолютная наглая, циничная ложь, которую мы каждый день сегодня видим в отношении Украины со стороны России. Точно так же они рассказывают о том, что там 8 лет бомбили Бомбас, то, что они пришли спасать русских. Правда, убили они русских больше, чем кто-либо за все это время. То же самое было и в отношении чеченского народа, чеченских граждан, граждане русской национальности, которые не уехали, которых было достаточно много в городе, тогда еще городе Грозном, ныне город Джохар, переименованный в честь первого президента Чеченской Республики Ичкерия, который погиб в этой войне нашим парламентом. Поэтому всегда нужно называть, если мы признаем нашу Ичкерию, мы должны признавать и я помню этот день, очень хорошо помню. Я помню 3-ю военную агрессию, это было 26 ноября, когда сегодня вы можете его увидеть, Савастьянов Евгений с другим врагом чеченского народа, матерым пропагандистом Америки, военный преступник, который должен обязательно оказаться на скамье подсудимых. Вот этот преступник, собрав Таманскую и Кантемировскую дивизию наемников, вооружил их танками, бронетехникой, посадил их в танки, а сверху посадил так называемую оппозицию. То есть люди, которые поверили российской пропаганде и их пособникам внутри чеченского государства, и что Дудаев работает на Россию, Дудаев коррупционер, Дудаев сякой, Дудаев плохой там, и так далее, и так далее, и так далее. И 26 ноября они были в тот же день на голову разбиты.
достануты из танков российские наемники. Тогда они появились, там отпускники, их там неты. Павел Грачев, министр обороны тогдашней России, заявил о том, что это не его люди. И тогда Дудаев сказал, тогда мы их расстреляем. Ну, если так. Если они не ваши, нам они тоже не нужны. Если они вам не нужны, то они нам не нужны. Конечно, это была такая игра. И, конечно, никто расстреливать их не собирался. Они все были отпущены, отданы своим матерям, отданы разным российским депутатам, которые за ними приехали. И таким образом чеченцы продемонстрировали, что это жест доброй воли, что мы хотим мира. Вот в этой ситуации, когда вот эти события разворачивались, 26 ноября, кстати говоря, это было приурочено, вот это нападение, да, что вот гражданская война, что чеченцы воюют против чеченцев нужно было так представить. Но многие чеченцы после этого, которые тоже не поддерживали Джохара Дудаева, и не потому, что Джохар Дудаев был плохой, а потому, что развалился Советский Союз, колхозная экономика переходила на рыночную экономику, был кризис, была инфляция. Россия искусственно, руководство России искусственно проводила галопирующую инфляцию и шел такой ударными темпами шло разворовывание России, Советского Союза, наследие Советского Союза. То есть то, что мы, наши отцы, деды накопили за это время, не имея ничего в собственности. ФСБшники, тогда еще КГБшники, решили прибрать все к своим рукам. Им нужна была война, отвлечь русский имперский народ, вскормив его, возбудив в нем снова вот это имперское их начало, их нутро, страшное нутро, натравить их на нас, а самим грабить все наследие Советского Союза. И вот мы, чеченцы, оказались вот в таких жерновах. 26 ноября это было сделано именно к годовщине, к дате 25 ноября 1990 года, то есть за 4 года до этого, общенациональный съезд чеченского народа провел свой съезд, так называемый референдум, где от каждой 1000 чеченцев были представители со всей Советского Союза, со всего мира люди туда, чеченцы, приехали. И где был избран руководителем тогда еще советский генерал, советское время, я прошу отметить, Джохар Дудаев. Тогда был руководителем Завгаев, Доку Гапурович Завгаев, который был на стороне народа. И чеченцы его очень гордились, то, что это первый чеченец, который стал во главе. Ну, я не знаю, насколько он чеченец на самом деле, но нам рассказывали, что он чеченец. И чеченцы гордились тем, что вот есть такой чеченец, первый за все это время разрешили, там, назначили на такой пост. Да, пророссийский, просоветский, мы все были тогда советскими гражданами, но все равно это чеченец. Но после вот того, как прошел общенациональный съезд чеченского народа, и в Москве уже в 1991 году, когда произошел ГКЧП, Завгаев принял сторону ГКЧП, то есть тех, кто хотел сохранить Советский Союз. И тогда всем стало ясно, что Доку Завгаев не является патриотом своего народа, а является патриотом своего родного учреждения. КГБ СССР. И вот таким вот образом произошли те события. На 4-ю годовщину 26 ноября они сделали военную агрессию, совершили военную агрессию. А 11 декабря, то есть к 12 декабря, к принятию своей незаконной конституции, которую они ни во что сами никогда не ставили, годовщине этой конституции, она была принята 12 декабря 1993 года, Россия открыто вторглась с 3 сторон, то есть со всех направлений, которые были возможны, на территорию нашей страны. Так началась первая полномасштабная русско-чеченская война или 4-я военная агрессия.
Это включая вот 26 ноября и еще в 92 были такие позиции. Все, на протяжении всего этого времени происходили постоянные диверсии, теракты, убийства. России, это потом уже нам стало всем известно, российские спецслужбы набирали зэков по всей России, чуть-чуть брюнеты, чтобы они были похожи на чеченцев желательно, так рассказывали они потом сами. И к ним добавляли в их банды, их организованные группы, добавляли чеченоговорящих, и вот они совершали 1-2 чеченоговорящих, или там 10-20 бандитов и так далее, которые были. Также были другие бандиты, которые были вокруг Джохара Дудаева, которых раскусывал и изгонял от себя. Это Руслан Лобазанов такой был, потом Беслан Гантемиров был. Эти люди нанесли колоссальный вред чеченскому народу. Руслан Лобазанов был, как рассказывали, очень смелым, очень таким дерзким парнем. И он сидел на зоне, когда его вытащили из зоны, вооружили, одели погоны и отправили против своего же народа. Он тоже занимался криминогенной обстановкой, совершал убийства, вымогательства и много-много-много разных таких вещей происходило на эту тему связано. И вот 11 декабря, 9 декабря, я немножко подхожу к этой теме потихонечку, 9 декабря я уехал в Катар-Юрт, родной населенный пункт, и должен был в понедельник вернуться опять в Грозный, и меня там застала война. 11 декабря уже русские вторглись. Война была страшная. Мне потом на Новый год удалось вырваться от родителей, сбежать с дома. И я оказался на этой войне. Я увидел эту войну, новогоднюю ночь. Были события. Правда, потом меня поймали. За мной приехали родственники. И меня скрутили и отвезли обратно в Катар-Юрт. Ну, попозже снова уже с разрешения родителей мне удалось вернуться на войну, увидеть эту войну снова, то есть стать очевидцем этих событий. Если вам рассказать, насколько, многие люди видели больше, чем я на этой войне, но я постарался увидеть все. Старался увидеть все из-за своей природной любознательности, и вообще для меня это было такое интересное приключение. Мне казалось, что я бессмертный, что я умереть не могу. И мне везде хотелось пролезть, везде посмотреть. К сожалению, не было телефонов, а то у меня было бы очень-очень много кадров. Я увидел на этой войне кровь, грязь, холод, боль, страдания. И невероятную, просто я не мог представить, что люди могут быть такими смелыми и такими отважными. Причем эти пацаны, мне было 17 лет, им было, может быть, 20-25 лет. Такие молодые парни, которые не знали страха. Я думал, я тоже особо не боюсь. Но когда я смотрел на них, я понимал, что это вообще другой уровень смелости и отваги. Было невероятно просто, абсолютно. Это было незабываемо. Спасали друг друга, делились. Конечно, были подлости, было коварство на этой войне. Также во второй, говорят, было еще больше, но в первой не так много, но тоже это было, как на любой войне. И тогда первые, кто принял этот удар на себя, это было гражданское население города Грозного. В первую очередь убивали гражданское население, таким образом они нас запугивали. Хотя русские рассказывали, что они пришли спасать русских, потому что мы их загеноцидили, там всех русских мы вырезали, что абсолютно, просто 100% наоборот все было. Мы спасали русских, мы вывозили русских. Кого могли, кто мог, не все могли. Не все ехали, мы вывозили там, аулы, деревни, другие населенные пункты, родственников, соседей, там, родственники, все, кто мог. Но некоторые оставались, некоторые были, так в Украине сейчас их называют ждунами,
ждали своих, прямо говорили, мы ждем своих. Когда мы говорили, давайте переедем, будут бомбежки, говорят, надо эвакуироваться. Некоторые говорили, что нас не тронут, это наши. Прямо нам так говорили, нас не тронут. И, к сожалению, трогали. Трогали всех, убивали всех. Только если кто-нибудь мог сказать, что чеченцы к ним относились нормально, что в подавляющем большинстве это именно так и было. Их убивали. Русских за то, что они говорили, что чеченцы их не убивали, что чеченцы делились с ними последним куском хлеба, их убивали просто за то, что они хорошо. Ах, значит, вы там. После Первой русско-чеченской войны такой был промежуток, можно сказать, какой-то свободы. Но она была уже даже не свобода. Это была, знаете, и нищета была, преступность была. Опять же, российские спецслужбы теперь им все должны. Они тут потеряли там ранения получили, друзей потеряли, родственников. Ну и вот такой бардак появился. К сожалению, Джохара Дудаева уже не было. Среди нас была агентура, которая, кстати, вот сейчас на этом же примере, как про Завгаева, который тоже был за чеченцев, также себя ведет Закаев, например. И все говорят, да, это там, знаете, очень похоже. Получается сегодня, когда некоторые люди там на Аяда Идигова, на Аллу Дудаеву что-то хотят сказать такого плана. Похоже, как на Дудаева пытались все говорить, а вот Завгаев хороший, или Гантемиров хороший, или там, кто там был еще, Лабазанов какой-нибудь. Они хорошие, а вот Дудаев, он там и такой, и сякой, и так далее. На самом деле, потом все стало ясно. Некоторые, конечно, как и сейчас вокруг Закаева, они не ради, они прекрасно понимают, кто такой Закаев. И тогда те некоторые понимали, кто такой Завгаев и кто такой Дудаев. Но вот власть, деньги, иллюзия власти, которая может попасть им в руки. Некоторые повелись и перешли вот на сторону России. Хотя они прекрасно понимали, что это Россия. Но они не говорили об этом. Они говорили, что нет, это не Россия. Точно так же вот сейчас люди, которые вокруг Ахмеда Закаева собираются, там есть, конечно, люди, которые заблуждаются и никогда бы не стали бы за русских. Но есть и те, кто прекрасно все понимают. Я думаю, что есть, они прекрасно понимают. Просто они уже взрослые, им нужно домой, они состарились, а тут какой-то с 3 классами образования Кадыров, его окружение стали миллиардеры. Ва алейкум салам, друзья, приветствую, привет, всех, друзья, приветствую. Так. Asa ahwik snop dal berkete doel way qoman dal alsh waylo dal sheikh in riet ma ort loyal huna Hasan chan deres khoyl вечный зов deres khoyl dal си доела. А ты сам не имеешь башку? Так, куда двигать? Так. Так. Алейкум салам, друзья, всех приветствую. И непонятно, и неприятно, да, соответственно, потому что, может, не понимаю, что происходит. Но опять же, все действия, которые происходят в отношении Украины со стороны тех же Соединенных Штатов Америки, мы должны рассматривать через призму того, что в Украине действует КГБ УССР. И никуда оно не делось. Никуда. Она уже пропитана всем. Они уже поколениями служат вот этой системе. И знаете, у них главные свои коллеги из КГБ, ФСБ. Вот у них для них самое главное. Остальное ни Соединенные Штаты Америки, ни Европа не будут на стороне России. Да, они будут свои игры играть, свои какие дела делать, и это нужно украинцам понять давно. Они, думаю, уже поняли, но при всем при этом они оставят, потому что если Украина падет, то все эти обученные украинские воины, кого-то убьют, кого-то
кто-то сбежит, а остальные просто пополнят ряды российской оккупационной армии и пойдут абсолютно 100%, не задумываясь, на Европу. Это страны Балтии, это Польша, постоянный террор и так далее. Причем, пока она там воюет, здесь она не перестает совершать те же террористические действия и вести себя соответственно, как в принципе она себя ведет. Вот смотрите, в ЕС разоблачили банду из российских агентов, готовивших акты саботажа в недружественных РФ странах. Группа состояла минимум из 20 боевиков. Были изъяты килограммы взрывчатки, были предотвращены теракты на авиарейсах из ЕС в США. Готовились подрывы как на военных предприятиях, так и на транспорте, железной дороге и в воздухе. Те же люди взрывали самолеты DHL, заводы, склады с оружием и железные дороги по всему миру. Вот такая вот информация поступает. Ежедневно подобного рода информация просачивается в средства массовой информации. Это постоянная попытка убийства, теракты, информационные вбросы. Причем Россия реально, по-настоящему, глубинно решила раскачать Европу. В первую очередь их цель это Германия. Восстановить в соответствии с Потсдамской конференцией влияние Советского Союза на восточную часть Федеративной Республики Германии. То есть новый ДНР в лице ГДР. Да, ДНР в лице ГДР собирается Россия здесь восстанавливать. И большая работа ведется в этом направлении. Я не думаю, что у них много что получится. Просто несопоставимы ресурсы, которые есть у Запада, несопоставимые технические возможности, которые есть. И самое главное, они информированы и правильно взяли цель. Наконец-то. Я думаю, они и раньше догадывались, и немцы, и американцы. Просто им не было настолько это нужно. Знаете, я вообще считаю, что Россия, ФСБ, в первую очередь ФСБ, чтобы она не говорила своему народу, она полностью инфильтрирована в западное сообщество. Причем не скрытно, а открыто. Запад принял их в себя. Соединенные Штаты, Великобритания, европейские страны. Эти все страны радовались, когда они вкладывали деньги в них туда, в их организации, в их страны. И поощряли это, давали гражданство, давали защиту, покровительство, много-много-много чего. Австрия, многие страны это делали. И сейчас это все нужно выкорчевывать. Выкорчевывать, у них реально есть информация у ФСБшников, у них есть реально методы влияния, воздействия на население в России. И не только в России. И таким вот образом, недостаточно, не настолько выгодно. Но если они выявляют, западные товарищи, если они выявляют, что все-таки он нечестен, сейчас такой водораздел произошел между Россией и остальным цивилизованным миром, то очень сурово наказывают, да, и сажают, и выдворяют, и полностью игнорируют и так далее. Но их очень много действуют, продолжают действовать. Как мы знаем, эти страны, западные страны, это правовые государства, здесь закон не пустой звук, здесь реально работают, и законы работают, и конституция работает. И в этом смысле работа еще предстоит большая, потому что агентуры много, еще может какие-то события будут. Но они проиграют. И вот этой всей агентуре, они, может, мне не поверят, посчитают, что вот там он нас запугивает и так далее. Вы расходный материал, кто здесь в Европе. Вы каждый на крючке. Может быть, практически каждый. К вашему виску или затылку фактически, да, в переносном смысле этого слова, и безопасно, вы сможете безопасно прожить здесь.
Так, да, ботаферму к нам сегодня. Ну, у нас снова. Так. Доброго вечера, Вадим. Так. Так. Сейчас я, друзья, немножечко подчищу ряды троллятины. А то они так-то они дело делают, раскачивают нам стрим. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас я тогда... Смотрите, Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов во время войны. По словам президента Украины, при наличии гарантии безопасности во время голосования выборы могут быть проведены в ближайшие 60-90 дней. Помочь в обеспечении безопасности Зеленский попросил США и европейских партнеров, передает агентство Reuters. Кроме того, Зеленский заявил, что попросит украинских парламентариев подготовить необходимые поправки для изменения закона о выборах во время военного положения. Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что в Украине пора провести новые президентские выборы и что власти страны якобы используют войну, чтобы не делать этого. Пункт о проведении в Украине выборов после войны содержался в мирном плане президента США. Знаете, мне кажется, никаких выборов проводить сейчас не нужно, и они сейчас, ну, просто у них нет никакой необходимости. Для чего это делается, непонятно. Угодить Путину за то, что он сказал, что Зеленский нелегитимный. А разве Путин легитимный? 25 лет, 26 лет у власти находится, у руля этой фашистской империи. Поэтому я думаю, может быть, Зеленский решил, ну просто, я знаете, уже думаю, почему я назвал сегодняшний стрим «Мир на грани мира» или «Опять 25». То есть говорят, а потом пшик и ничего. И так уже вот сколько времени уже повторяется. Вот за этот год, как Трамп пришел к власти, уже так ярко это уже несколько раз было. Поэтому я особо не думаю, конечно, есть вероятность, что война приостановится, но не думаю, что она приостановится. Хотя, опять же, и сигналы, они всегда есть, есть и то, что она приостановится. И когда только появляется первый такой просвет о том, что в Украине война останавливается, сразу начинается движение на Кавказе. И мы видим вот эти на Кавказе события тоже. Сейчас Россия бьет по Украине, Украина бьет по России и по временно оккупированной Чеченской. Неизвестно, кто их наносил, украинцы на себя ответственность не берут.
Они, в принципе, никогда не берут, ну, редко когда берут. Почему-то, когда вот на поезд тогда поезда подорвали, тогда почему-то сказали, что вот они это сделали. А до этого как бы этого не делалось. Ну, и после не делалось, не знаю, почему тогда именно взяли на себя ответственность. Но, вероятно, может быть, это Украина. Украина наносит удары, там, например, нанесли по Гудермесу нанесли удар, там по Шалинскому району нанесли удар, потом дачу Борзой, по-моему, ударили по российским базам, вот этим военным, Росгвардии. В основном бьют по кадыровцам. И знаете, такое впечатление, что украинцы хотят сменить Кадырова на какого-нибудь там Закаева или Макаева или какого-нибудь Иванова, Петрова. И типа Кадыров во всем виноват. Но это не так. Это абсолютно не так. Они ошибаются. На самом деле смена Кадырова абсолютно ничего не поменяет для Украины. Руководство Москвы и ФСБ, оно решает, какие действия предпринимать Кадырову. Другой будет делать то же, что скажет ФСБ. Поэтому менять шило на мыло, ну, очень глупо, не перспективно и в глазах чеченца подло и предательски. По отношению к чеченцам, которые поддерживают Украину, в наших глазах это выглядит очень, как бы, не очень. Но почему бьют по Росгвардии, ну, по кадыровцам? Кто там? Молодые пацаны, 20 лет, 30 лет, пацаны там, мужчины, которые пропагандой, обманом, там кто-то родственник оказался в этих структурах, просто чтобы сохраниться и выжить. Люди просто пошли вот в эти структуры. Потому что если у вас кто-то воевал и погиб на войне, то ваша семья заносится автоматически в список неблагонадежных, и вас будут уничтожать полностью, полностью. И это неоднократно с многими семьями так происходило. И бить по рукам, а не по голове, очень странно. Главное решение, главный центр принятия решений во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия — это террористическая банда УФСБ по ЧР. И главарь Дмитрий Кечкин, главарь, который, на мой взгляд, является организатором теракта в Бостоне. Также называют там Кадырова, там кого-то другого. Но это только исполнители. Почему за все это, ну, по Чуамартановскому ФСБ, районному ФСБ ударили? Никто не погиб в 2, в 3, в 4 часа ночи. Понимаете? Просто никого нет в здании, попадает в здание. И ну там рядом находится и здание МВД, ОМВД. Может, били и туда, а попали вот поэтому. Вот думали, может, это единое здание. Может, случайно ФСБ попали. Это если, например, украинцы били. Могли бить сами ФСБшники. Например, дроны могли прилетать, например, со стороны Моздока, со Ставрополя могли прилететь. Украинцы же молчат. Буданов, как белорусский партизан, во время Второй мировой войны молчит, короче говоря. Не знаю, было бы хорошо услышать от него. Так что, если Кириллу, если вы меня слышите, пожалуйста, скажите, вы били по ФСБ Ачвамартановского района, и чтобы нам точно знать, вы это или ФСБ сами мутят и так далее. Но, хотя, может быть, там разницы-то между ними особой нет. КГБ СССР, оно и в Африке КГБ СССР. Поэтому, может быть, у них там свои какие-то там игры, а мы им тут все обламываем, выявляем и разоблачаем. Маш войла аманас. И вот такая вот ситуация складывается, и очень странно, что вот такая война ведется, такие какие-то непонятные, даже вон непонятные укусы такие делаются. Прилетел Золотов, по Росгвардии бьют, и вот прилетел. А почему он прилетел? Почему по Росгвардии бьют? Почему по ФСБ не бьют? Скажите мне, пожалуйста. Мне очень интересно. Я не призываю бить. Я не призываю. Я правозащитник. Я мирный человек. Просто мне, как чеченцу, который анализирует ситуацию и пытается разобраться в этом во всем, и донести до общественности свою позицию, мне хотелось бы ясности в этом вопросе. Как так получается? Бьют, по пацанам бьют.
20-летним, 30-летним. Да, они россияне, они предатели, они взяли в руки оружие убийц своего народа. Но завтра, если сменится руководство, они пойдут, куда им скажут. Это солдаты. Куда им скажут, туда они пойдут. Лямку тянуть. А если ты за Росгвардию, ну так бы и сказал, что ты за Росгвардию, а не за Россию. За Золотого с Путиным ты. Мы это так знаем, конечно же. Ну вот такая вот странная война происходит. Мы должны, конечно, все это контролировать. Нам хотят подготовить большую-большую проблему чеченцы. Мы должны это знать. Очень внимательно должны к этому относиться. И должны сделать так, чтобы вот игры, которые там какие-то, я даже не считаю их умными, игры каких-то мерзавцев, циничных, аморальных сволочей. Вот я их как считаю, которые вот эти все игры задумывают, мы там что-то поменяем. А где же народ? А где же мнение народа? А где же то, чтобы победить в этой войне? Очень странно, конечно, все происходит, то, что происходит. Но будем надеяться, что это всего лишь их жалкие потуги, которые ни к чему не приведут. Чеченский народ должен сохраниться в это трудное время перемен. Нам нужно сохраниться, выжить, не идти на войну, ни на какую, ни против украинцев, ни против грузин, ни против армян, ни против азербайджанцев, ни против евреев, ни против кого бы то ни было. Понимаете, нас эти все перечисленные мной народы никогда нас не убивали. Вот просто вот эти страны решили, да, среди убийц наших российской имперской армии и спецслужб были все эти народы. Но армянские генералы не отдавали приказ своей авиации подняться с Еревана и начать бомбить город Джохар, бывший Грозный. И украинцы не призывали, и многие другие непосредственно сами не воевали. Наш враг не потому, что мы хотим этого, и не потому, что мы какие-то русофобы, ненавидимые, там еще что-то. Нет, мы просто хотим жить свободно. Нам Богом дана эта жизнь, и мы хотим быть свободными на своей земле. И все, что мы требуем. И раз мы столько лет, столько веков уходим в землю, не покоряясь, наверное, для нас это что-то значит. И мы не можем сейчас на этом остановиться, когда мы уже достигли финишной прямой. Мы уже победили. У нас есть свое государство. Да, оно оккупировано. Вон Украина какая большая. У нее тоже часть оккупирована. Часть Грузии оккупирована. Много стран оккупированных на этой земле. Главное не сдаваться. Вон Япония, Курильские острова Россия оккупировала. С тех пор уже сколько? 80 лет прошло. Если не больше. Ну, где-то так. 70-80 лет прошло. И Япония не признала их частью России и не заключила с Россией договор о мире. Поэтому нам тоже важно сохраниться, чеченцы. Нам нужно сохраниться. Понимаете? Просто выжить. Мы постгеноцидный народ. Украинцы только вступили на этот путь противостояния с фашистской Россией. Мы 25 лет тянули эту лямку одни. Абсолютно одни. Не просто одни против России, а против вот этого всего мира, который торговал с Россией, принимал их, там на шею их себе сажал, там им зеленый свет, а мы террористы, бандиты и убийцы. Вот как мы тянули. И мы, как бы нас до сих пор мир не представлял, или в головах у кого-то, мы постгеноцидный народ. Мы комментарий не можем написать, понимаете? Мы мнение. В мире, в любой маломальско уважающей себя стране, цивилизованной стране, свобода слова стоит на первом месте. Так вот, мы не можем свободно сказать, что мы думаем. И так было не всегда, может, какие-то чеченцы забыли, но мы помним, я помню, когда на кого угодно, Дудаева, Басхадова, только, я не знаю, с семиэтажными просто матюками наговорили. Свободно никто не боялся. Да не только они там что-то ошиблись, только подумали, что они ошиблись.
Про преступления я не говорю. Если бы они совершили преступление, они уже давно сидели бы или вылетели бы с кресла. Просто за то, что российская пропаганда сказала, что они такие. Сидели, ругали Дудаева, и никто не доносил, никто не угрожал. Понимаете? Когда вот эта война первая, вторая русско-чеченская война или пятая российская военная агрессия сошла чуть-чуть на партизанщину, она ушла, и Кадыров, Рамзан появился, я помню, я приезжал с Москвы домой, и мне говорили, не говори то, что ты думаешь, не говори то, что ты думаешь. Я удивлялся, как это, я там не мог говорить то, что я думаю в России. Но здесь, в Чечне, это была свобода. Я мог говорить, что хочу, делать, что хочу. Главное, не нарушать чужое пространство. Не оскорблять, не врать, не лгать, не приставать к другим людям. Ты свободен. Абсолютно демократическая европейская страна у нас была. Абсолютно цивилизованная страна была. И для меня это так странно казалось, как это мне, местные чеченцы, говорят, не говори то, что ты думаешь. И потом я говорю, а что произойдет? Ну, стучат. Того забрали, там на Кадырова что-то говорил. Того забрали, там пытали ФСБ. Того забрали, там МВД. Рубоп там, ОБОП был, по-моему. ОБОП был такой, ОБОП. Тоже очень страшная, пыточная была для чеченцев. Убивали очень много там чеченцев. По-моему, Алаудинов там, оказывается, работал, да? И вот в этой ситуации я тогда подумал, а как они узнают? Как они, вот мы здесь сидим, разговариваем, 5 человек, мы в компании разговариваем, как они узнают? Как Кадыров может узнать о том, что забрали там, что про него плохо что-то кто-то говорил? Как он мог узнать? Ну, я пришел к выводу, что это Кадыров не может узнать. Это человек, который не может поставить такие сети информаторов за столь короткий срок. Это дело ФСБ. Это дело ФСБ. ФСБ запугивало Кадыровым. Они ждали, чтобы кто-то из нас что-то сказал на Кадырова, и сразу забрать его и запытать. То есть ты мог сказать на русских оккупантов что-то, там в разговоре, еще что-то, но тебя не трогали. Стукач среди вас есть, стучит, он рассказывает твои взгляды, все и так знают, там мулы, все там другие, там сексоты разные, доносили информацию. Но не трогали, даже если ты говорил что-то на российскую армию, там, на Ельцина, на Путина, тогда уже Путин. Но когда ты что-то скажешь на Кадырова, сразу забирают. И таким образом нам говорили, не мы вам плохо делаем, вот вам кто плохо делает. И там были реально злодеи, садисты, маньяки, которых собрали. Не обязательно они все чеченцы были, но вот они представлялись так называемыми кадыровцами. И вот нам начали навязывать вот эту идею кадыровцы, кадыровцы, кадыровцы. Это то же самое, что изначально, когда Россия пыталась представить это гражданской войной и посадить Яндарбиева напротив Завгаева, а во главе стола, где должен был сидеть Ельцин. Это было противостояние. Вот так нас противопоставляли чеченцы. И мы это должны понимать. И сейчас идет эта же работа. Она идет годами. Годами, десятилетиями она идет. И все, кто говорит про Кадырова, но не говорит про ФСБ, про Кремль, те умышленно они делают или неумышленно. Они играют по их правилам, в их игры. Понимаете? Мы все, я сам принимал участие вот в этих, не понимая, что происходит. Почему Кадыров заявляет, мы у вас там приедем, встретимся туда-сюда, и кто-то там встает, давай, мы тоже хотим с вами встретиться. Зачем? Зачем так опускать себя и чеченский народ? Ну, чеченский народ опустить невозможно. Зачем опускаться на уровне предателя? Когда у тебя есть враг открытый, большой, ядерной державы, даже если ты проиграешь ему, ничего позорного не будет, потому что силы слишком разные, соотношение сил. Почему не сказать тогда, Бортников, я твой мамин труба шатал? Почему так не сказать? Путин, я твой нюх топтал. Почему так не сказать? Давай вот здесь мы встретимся, приезжай там, кто там у них из бойцов есть, там,
разные там группировки, банды. Вот что делает с нами российская пропаганда. Как она представляет нашу борьбу гражданской борьбой. Понимаете? Когда берут не российский флаг сжигают, Главное управление Генерального штаба, которые имеют также агентуру, как ФСБ, да, они подчиняются ФСБ. Но при всем при этом они на местах, на земле имеют свою агентуру, ведут свою деятельность, свою работу. Понимаете? И нам хотят сказать, что узко вот эти только так называемые кадыровцы, они во всем виноваты. Ни Россия, ни другие кланы ФСБ, чеченоговорящие и ГРУ. А один Кадыров виноват, его вот это окружение. Давайте его сейчас уничтожим, и на этом как бы поделим его миллиарды, и все, на этом все, жизнь наладится. Нет, так это не работает. Так это не работает. Враг империя, русская империя, которая пришла нас убивать. Понимаете? Вот кто истинный наш враг. И все, кто ей служат вне зависимости. Кадыров у него. Салам, Адаев, Машволь. Валейк салам, Бержла, Хоуль, Машавига, Машволь. Так. Так, друзья, спасибо всем за подарки, которые мне здесь в ТикТоке навалили вы. Рубоп, да, Рубоп. Не, по-моему, Рубоп был, и еще был Абоп, что ли. Не, Рубоп, наверное, это. Нет, свободнее. И это ОРБ-2 яри. ОРБ-2 яри. Рубоп пава киермас. Рубоп. ОРБ-2 ю асюйцек. Пытк шешрам. Нах избеш. Валейк салам, Асламбей. ОРБ-2 яри. Вот там тоже очень людей пытали. Очень убивали людей. Очень-очень. Большому сожалению. Большому сожалению. И нам это все говорят забыть. Понимаете? Нам забудьте, все, мир поменялся. Так, спасибо, спасибо. Для того, чтобы нас отсюда депортировали. Понимаете? Они как можно меньше чеченцев осталось в Европе, чтобы мы оказались под их юрисдикцией, чтобы над нами делали все, что хотели, и мы ничего не могли сказать. Это устроит всех. Но если мы здесь на Западе имеем политические убежища, если мы здесь живем, работаем, созидаем, не нарушаем закон, нас не должны отсюда убирать. Мы должны здесь стать сильными. Ичкерия освободится рано или поздно, но даже если она через 20 лет освободится, или завтра освободится, не имеет значения. Мы здесь должны в Европе стать сильными. Мы должны, да, нет худа без добра, олштаундук, дикдоч, цагудацоли. Здесь образование, лучшие вузы, возможность получать колоссальную возможность получать знания, зарабатывать деньги, просто понимать, как устроено государство, соблюдать закон. Понимаете? И это очень важное наше место. Так получилось, что мы здесь оказались. Мы не хотели сюда ехать. Я очень не хотел ехать. И не уезжал, оставался. Но так получилось. Многие мы здесь оказались вынужденно. И мы здесь должны, в каждой стране, в которой мы находимся, стать патриотами этих стран. Мы должны защищать эти страны. Мы должны знать их историю, их язык, их культуру. Мы должны их защищать так, чтобы они сказали: о, это очень надежные ребята, им можно верить. А где мы были, чеченцы, я это говорю не потому, что мы чеченцы, а потому что так и есть. Где мы, кавказцы, не только чеченцы, были, там всегда оставался хороший след. Понимаете? Везде рекомендация всегда была лучшая. И Иордании, черкесы и чеченцы зарекомендовали себя в лучшем виде. Уже
очень долгий срок, там более 100 лет. Мощное есть внимание. Здесь, в Европе, живешь ты во Франции, ты должен стать патриотом Франции. Ты должен защищать эту Францию от той же России, от всех других угроз, какие есть. Там, террористы, каратисты, любые другие мерзавцы, которые пришли на эту землю. Эта страна, Франция, например, дала нам всем, тем, кто проживает во Франции, безопасность, стабильность и так далее. Хотя там и российские агентуры, как и в Германии, российской агентуры хватает. Вот эту российскую агентуру мы должны выявлять и отправлять туда. Она не должна, эта агентура российская, здесь закрепиться, вложить свои миллиарды, следить за нами, стучать на нас, сдавать нас, убивать нас, собирать про нас информацию и многое-многое другое. Это только касается нас. А еще они местным государствам вредят. Потому что тот, кто говорит, что он с Россией, а там один есть деятель, который говорит, что его сердце принадлежит России и Чечне. Это как если твою мать убил маньяк-убийца, и твое сердце принадлежит и маньяку-убийце, и матери. Не-не-не, ты определись. Либо ты за маньяка, либо ты за мать. Это две разные вещи. Родина – это мать. Понимаете? Твоя земля, твоя родина. Поэтому говорить такие вещи, любой, кто связан с Россией, знаете, он за деньги это делает. Никакого патриотизма, никакого уважения к России у него не может быть, если он чеченец. Понимаете? Пока Россия не деоккупирует нашу страну и не накажет военных преступников. И извинится за то, что она над нами сделала. В противном случае этот человек за деньги сделает все, что угодно. Понимаете? Он считает маньяка-убийцу своей матери, своей семьи, считает, что это его родное. Это самый опасный человек, который только может быть. Поэтому вот эти все русней связанные, go home, как говорится, на свою рашку, давай, убираться. И мы все должны здесь, молодежь, мальчики, девочки, вас это касается в первую очередь, идите в полицию, идите в государственные органы, идите в прокуратуру, идите в следственные органы, идите административные, в политику идите, журналистами становитесь, везде, везде. И самое главное, изучайте историю и язык страны, в которой вы будете служить. Вы будете нашим мостиком с нашей Ичкерией, свободной, демократической, правовой Ичкерией. Вы каждый в каждой вашей стране, вы будете. Создавайте диаспоры. Они нам не дают, нам враги, создавать диаспоры, понимаете? Если ты создаешь какую-то организацию, обязательно вклинивается какой-нибудь пророссийский агент. Повесим кадыровский флаг, так называемый кадыровский флаг, либо там мы не за кадыризм, мы за религию, мы без политики. А как ты без политики за религию? Я не понимаю. Ты что, ты не имеешь своих корней, своего государства? Что у тебя нет? И мы боимся, это правда. Боимся, что дома родственников будут пытать, дома убивать будут и так далее. Но если бояться, то ничего не получится. А убивать они их и так будут. Они каждый день их на войну отправляют и убивают. И будут убивать. Пока мы не победим, они нас будут уничтожать. То есть, либо мы сражаемся, отстаиваем свои права, либо мы соглашаемся на то, что мы часть этой фашистской России, и они нас отправляют убивать других, кто не согласен быть их рабом, и там мы будем погибать. То есть тогда лучше умереть за святое дело, за свою свободу, чем идти забирать свободу у других, как они сейчас в Украину едут и погибают. Около 10 тысяч уже убитыми и ранеными. Около 10 тысяч. Вы можете себе представить? И это может быть далеко не полная цифра. Вот какие вот вещи происходят. И нам все это нужно знать, друзья. Так, давайте комментарии ваши. Спасибо. Ламанас, дейрес хулда, савюршую. Удош, монарьяца, что он бош, да? Так. Ну, алейк салам, Шамиль. Все будет Ичкерия, да, Алмула.
Да, совершенно верно. Русские открыто угрожают всем этим диаспорам национальной почве. Знаете, вот сейчас вышло одно, Хасис такая есть, россиянка, которая убила, ну, была соучастницей убийства адвоката Маргелова и одной журналистки. Ну, и журналистку случайно убили, она рядом оказалась, ее застрелили. И она сейчас вышла на свободу. Их организация называлась русская какая-то там тема. Сейчас русская община появилась. Сразу же они запускают вот этот механизм, когда они подготавливают вот этих русских националистов, которые начинают вот, ну, как бы защищать русские интересы, а по факту просто убирать, убивать неугодных для ФСБ. Просто они такими были, это просто инструменты. Такие много раз появлялись, и много потом их потом и сажают, и преследуют, и так далее. Руководство наверху, которое оно либо уничтожается, либо его прячут, если там нужно сохранить. И потом весь этот рядовой состав вот этих нацистов потом ликвидируют. И сейчас вот, или это как ее, Собчак, представьте себе, живет здесь в Европе где-то. Ну, где вот эта справедливость, где вот это все, ну, вот это все, вся борьба настоящая. Собчак выезжает спокойно, она была депутатом, ой, президентом, она баллотировалась в президенты. Она много чего там позволяла себе. И ее здесь спокойно, здесь где-то в Европе она ошивается, живет, находится, берет интервью этой Хасис, которая сейчас после 16 лет освободилась. И вот эти вещи ты смотришь и думаешь, ну а как это так вообще возможно? Как это возможно? Как все разные там Гудковые, Пономаревые, Кутаевые, Закаевые, вот эти все люди здесь находятся и с ними разговаривают и пытаются поддержку делать. Ну как такое возможно? Просто необъяснимо для меня. Хотя Собчак, я не слышал именно от Ксении Собчак непосредственно, чтобы она на чеченцев что-то наезжала, там что-то она делала и так далее. Просто она крестная Путина, хотя, как говорится, дочь за отца не отвечает, даже за крестного. Ну, не знаю, почему это все делается, для чего это делается. Какие-то, если у тебя есть деньги, связи, то тебя нужно всех их, русскую общину, если захотят по щелчку пальца закроют. Конечно, закроют. Конечно, закроют вообще. Это вообще даже не обсуждается. Ну, алейк салам, Юсуф из Баку. Баку, салам. Русский мир угрожает всему миру. Это фашистское государство Россия. Да, абсолютно так. Абсолютно. Абсолютно так. Так, у нас сегодня 60-70 человек постоянно смотрят в ТикТок. Но почему-то никто не пишет комментарии. Дело в том, что на России проблемы с YouTube. Я вижу, вот вы сами замечаете, да, он прыгает, то у нас там 300 смотрят, то 100, то 150 там, потом еще, и троллятина заходит, и немножко создаются такие дискомфорты. Но главное, не сдавайтесь, чеченцы, те, кто дома. Мы с вами, мы за вас думаем, мы за вас переживаем. И мы не остановимся, мы будем добиваться наших прав. 100%. Далсаю Дребел. Вот такие вот дела, друзья. Так, что еще я вам хотел рассказать интересного?
В Донецке установили бюст сына замглавы ЦРУ, который погиб на войне в Украине. Память – это не профессия, а призвание. Нет чужой земли для того, кто сражается за справедливость. Там отмечается, что Глос погиб в ожесточенном бою за Часов Яр, когда оказал помощь раненому товарищу по оружию. И вот странно, да, что замглавы ЦРУ не смог проконтролировать своего сына. Очень странно. Хотя, как говорится, сын за отца не отвечает, а отец за сына. Ничего нельзя поделать в таких ситуациях. Но выглядит очень, очень странно все. Еще для чеченцев, проживающих в Европе, очень многим сейчас приходит отказ, предлагают срочно покинуть Германию. И это не только в Германии, в других странах Европейского Союза то же самое. И вот больше депортаций, меньше пособий, страны-участницы Евросоюза поддержали ужесточение миграционных правил, сообщает Deutsche Welle на русском. В том числе предполагается создавать центры возвращения за пределами ЕС для просителей убежища, чьи заявки были отклонены. Чтобы повысить эффективность процедуры депортации, тем, кто лишился права на пребывание на территории блока, будут сокращать пособия в случае сотрудничества с властями. План по ускорению депортации лиц, которым было отказано в убежище, Еврокомиссия представила еще в марте 2025 года. Тогда, согласно ее же данным, территория ЕС покинула всего 1 из 5 мигрантов, чьи заявки на убежище были отклонены. Это кому отказывают, все остальные продолжают. Украинских военных и гражданских массово пытают в российском плену, говорится в докладе мемориала, основанного на свидетельствах освобожденных пленных. И это не секрет, это очень-очень страшное место попасть русским в плен. Это просто, я не знаю, любой садист в сторонке курит по сравнению с этими маньяками. На России без VPN скоро можно будет смотреть только телевизор. Кавказцы, помни врага, это русский фашизм. Да, русский империализм и фашизм. Совершенно верно, Юсуф. А в интернете почему-то русские радуются, когда украинцы били по Чечне. Они же вроде украинцев ненавидят. А тут, получается, чеченцев еще больше. Ну, вообще, Стас Клайд, во-первых, в интернете то, что пишут, это, во-первых, могут быть тролли. Это тоже нужно понимать. Это как бы нужно понимать. Во-вторых, сейчас я не думаю, что многие будут радоваться открыто. Сейчас очень небезопасно радоваться там, такие вещи. Поэтому, скорее всего, это такая стравливание. Вот о чем я вам говорю на протяжении уже долгого времени, что хотят русско-украинскую войну переключить на чечено-украинскую или на русско-чеченскую. Понимаете? Вот что они хотят сделать. Надо отвлечь. Кадыров не зря сказал, это ему такую команду дали, что мы должны пожертвовать чеченским народом, чтобы помирить два братских украинские и русские народы. Вот почему Кадыров и его дети туда не идут воевать, почему он не пожертвует ими, для меня пока остается это тайной, загадкой. Очень странно, конечно.
Но было бы хорошо, если бы они все нам показали пример. У них много-много детей, они многодетные, да, чтобы защищаться, много-много нарожали детей. Вот я думаю, им было бы хорошо всех своих детей взять и идти показывать на примере, как нужно пожертвовать собой ради того, чтобы помирили русских и украинцев. А помирить не русских и украинцев хотят, а КГБ хочет помириться. А украинцы, настоящие патриоты, они тоже не нужны, как и вот мы, чеченцы, не нужны. Точно так же и патриоты украинцы не нужны. Их тоже будут сейчас даже там, пытаться запачкать, обвинить во всем, с нацистами обозвать, фашистами и так далее. Что ни в коем случае нельзя допустить. Ни в коем случае. Нужно делать все, чтобы этого не произошло. Вот такие вот дела. Во-первых, стрим лагает, во-вторых, на твой канал не переходит. Да, Кавказиан, и совершенно верно. Мой канал, даже когда стрим заканчивается, обычно стримы смотрят, если вот он суточный, да, свежие новости, сегодняшние, чтобы узнать человеку вот что интересно. И первые сутки после того, как мой стрим заканчивается, его я не могу сам открыть. Не могу просто найти. А представьте, из других, особенно с России, если люди заходят, они там не найдут. Даже если писать Аслан Арцуев и так далее, даже очень сложно будет найти. Хотя, ну, именно по Аслан Арцуев, по имени можно найти. Но нужно писать или по-русски, или по-английски. Или, точнее, по-немецки. Вот. Не ST, как C, а Z, да, или C по-немецки пишется. Как-то так. Витання с Одессы. Витаю вас, дорогой Николай. Витаю, Одесса. Украинцы сами купятся на такой развод, мол, перейти на чеченцев, чтобы КГБ между собой помирились. Ну, я не думаю, что есть настолько глупые украинцы. Ну, я имею в виду, масса найдутся, конечно, но масса, я не думаю, все прекрасно понимают, кто убил вот десятки тысяч украинцев. Это все, мы все это видим, разрушил, все сделал. И украинцы понимают, что если оставить эту Россию, ей зализывать раны, прийти в себя, она вернется, она никуда не уйдет. И украинцы понимают, что надо стоять до конца. И переключить, да, и вот некоторым объясняют, вот давайте переключим внимание на Чечню, вот давайте пусть они воюют в Чечне, а мы как бы здесь как бы отвлечемся, наберемся сил, вернем Крым, Донецк, Луганск, там еще что-нибудь. Вот это тоже как бы оно имеет место, об этом я как раз все время и говорю, но не знаю. Не думаю, что украинцы согласятся вот так взять и сказать, что ну хорошо, давайте, мы забыли все. Нет, не забудут украинцы. Всех своих убийц они не забудут, они их по именам знают, поэтому спокойно жить не получится. А знаешь, что ты скажешь про Малюка и Мадяра? А что я могу про них сказать? Что ты имеешь в виду, Старсклайд? Я говорил и про Малюка говорил, и про Мадяра говорил. Не знаю, что и думать про этих людей. Ну, про этих. Мадяр, ясное дело, своей работой занят. А Малюк, ну, я думаю, тоже он, конечно, своей работой занят. Но не знаю, почему они, если Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной, законную, легитимную власть в лице президиума, игнорируют и пытаются нам сучить симулякр. Нам это не нужно. Не нужно ни от кого. Украинцы хвалят их. Ну, они их защитники. Украинцы видят, что делает Мадяр. Мадяр очень большую работу делает. По-моему, если не ошибаюсь, 30% всех уничтоженных при помощи дронов сейчас уничтожается. Если не больше. Ну, а с учетом того, что мы видим, что снимают дроны, то нам кажется, это все 100%. Да? И Мадяр, я думаю, никогда не будет Россией прощен. И я думаю, что Мадяр никогда не простит Россию.
Поэтому, ну, как-то так. Как-то так. Ты говоришь, что там КГБшников полно. Да, я говорю, Старклайд, я же говорю это, да, что к чему ты клонишь, скажи просто. Да, КГБшников полно. Ведут себя как и... Может, они некомпетентные, и мы же не можем их обвинить прямо, что они работают на Россию. Может, где-то какие-то игры идут, и, знаете, запускаются разные такие винтики, механизмы. И никто же не будет в Украине открыто говорить, что он работает на Россию. Никто. Это просто смертельно опасно. Может загреметь в тюрьму или еще что-нибудь случится с тобой, да? Как и, в принципе, и на России. Война идет между этими двумя странами. Поэтому в этом смысле могут, знаете, какой-нибудь, например, Буданов подходит и говорят, а ну-ка, дай долбани по этому, например, по Росгвардии. Там находится какой-то супер, какой-то там чувак, его нужно ликвидировать. Например, вот этот Грозный-Сити, например, долбануть. Может, случайно туда попало. Может, внутри был взрыв. А может быть, Буданову сказали, а там как раз находится там сын Кадырова, у них там проводят какие-то совещания. В это время точно будет информация. И раз наносится удар. Понимаете? А может, тебе деньги приносят и говорят, бей туда. Или без денег просто приказ тебе поступает. Бей, куда сказал. Мы же не знаем, какие у них там отношения. Может, денег дали, сказали, вот там, если стукнешь, поэтому мы там сейчас поднимем бучу, мы там поднимемся, мы там это сделаем, мы там то сделаем и так далее. Ну и реакция пошла. Кадыров ответил, мы вот Украине что-то сделаем. Потом какие-то там добровольцы начали говорить, мы вот там Кадыров. Почему ни Бортникова, ни Путина, ни, я не знаю, Геращенко, или не Геращенко, как его там, который возглавляет вот российский генеральный штаб. Их почему-то не упоминают. Странно, странно опускаться до уровня предателя, когда есть враг, который нормально свою работу, которая на него возложена государством и вот сложившимся обстоятельствами сложившимися. Украинские морские дроны вывели из строя еще один российский теневой танкер в Черном море. Ну что ж, отлично. Отлично просто. Это просто отлично. Должна ли... Должна ли Украина провести президентские выборы? Жители Киева отвечают журналистам агентства Reuters. Об этом нам сообщает BBC на русском. Давайте я вам послушаю. Дам послушать. Лучше уже с тем президентом, что у нас есть. Он нас не покинул в 22-м, и нет гарантии, что мы выбираем лучший вариант. У нас навіть прописано, що під час воєнного стану, який у нас було оголошено, вибори не проводяться. Те, що Трамп хоче, це його справа, він президент абсолютно іншої країни, який абсолютно не відноситься до України. Это президент другой страны, и это никак не относится к ним. За вибори в кінці воєнного часу, після нашої перемоги. Як і повинно бути. Моя особиста думка не на часі. Бо люди не своєвременно. Якось виходити, чи їм будуть завозити в окопи ці скриньки. Ну, зараз, мені здається, треба війну закінчити, а потім вже проводити вибори. А я вважаю, що не дуже доречно, тому що українці зараз і так у великому стресі. Короче, что украинцы, это не очень умно, украинцы находятся в стрессе, что, ну, другой до этого говорил мужчина, что урны мы что, будем туда возить, они там в окопах сидят. Пережить еще выборы – это дополнительный стресс. Пережить ще вибори – це додаткові энергетические и психологические затраты.
коли ми в стані війни і в стані такої напруги, Власть должна быть сосредоточена на том, влада має бути зосереджена на те, щоб цю напругу знімати, для того, щоб напряжение стоять для забезпечити того, нам чтобы нормальне обеспечить нам життя. нормальную Краще жизнь. вже Лучше уже с тем тем президентом, президентом, что что у у нас есть. Ну, я, в принципе, я согласен с этим. Ничего не меняет замена Зеленского. Ну, зачем? Зачем? Есть выборы легитимные, проведены выборы до войны. Все, началась война. В соответствии с Конституцией Украины во время войны выборы не проводятся. Ну, это можно рассматривать, знаете, просто как вот, ну, поговорить, пообщаться на тему, вот давайте проведем выборы, давайте остановим войну. И, кажется, ничего, короче, не произойдет. Не остановят они эту войну, потому что остановить войну одной Украине недостаточно. Ну, остановит Украина войну. Дальше что? Так. Депутаты предложили отменить ежегодные декларации доходов чиновников. Это какие депутаты? Российские? В 2025 году на контрактную службу вооруженных сил РФ было привлечено 400 тысяч человек, Медведев. Ну, конечно, это ложь, потому что она от Медведева исходит, но в любом случае, я думаю, цифры могли быть и больше. Так, Бавонятка, витаю. Любарск как-то высказывался про ислам как про угрозу, но я с этим не согласен. Хотелось бы дебаты, к чему призывает Любарский на спорные темы. Возможно ли представить ислам как нормальную религию? Ну, смотрите, Бавонятка, я вам очень благодарен, что вы реагируете на вот эти вещи, и это очень важно. Это фашизм, самый настоящий фашизм. Любую религию, кто начинает там представлять какой-то там плохой там и так далее, оскорблять ее, задевать, это самый настоящий фашизм. От кого бы он ни исходил, от меня он исходит или от кого-либо другого. Это самый настоящий фашизм. Разговаривать с такими фашистами, в принципе, нет никакого смысла. Как только ты начинаешь с ними говорить и приводить им конкретные факты, они начинают говорить, ну мы же не про всю религию говорим, мы говорим про радикалов там, и так далее. Радикалы есть и среди христиан, и среди иудеев, и среди буддистов, и атеистов, и среди всех они всегда есть и были. Всегда есть и были. Поэтому спасибо, что вы обращаете на это внимание. Если мы боремся за права, то мы должны бороться за права не только украинцев, евреев, чеченцев, а за всех права мы должны бороться одинаково, если мы отстаиваем позицию. Да, к сожалению, это есть. И я обращаю внимание, что именно люди русскоговорящие, еврейской национальности, очень усердствуют на эту тему. На них напали арабы, русские, иранцы. Ну, почему-то все 2 миллиарда мусульман у них виноваты. Я не знаю, для чего это делается. Может, это просто инстинкт самосохранения, просто боятся, что вот если они что-то не сделают такого, что произойдет там какое-то ужасное. Может быть, это какая-нибудь там линия, национальная линия какая-то, отвлечь внимание от себя и перевести стрелки на мусульман всех. Может быть, с этим связано. Я не знаю этому объяснения. Гарри Табак, то, что делает, для меня это необъяснимо. Он называет меня другом, мы с ним в хороших отношениях, я его тоже считаю своим другом. Но вещи, которые он постит в Facebook, говорит вещи, приглашает вот этого, как его, Веллера, российского еврея, который, ну, просто фашист, самый настоящий русский фашист. Самый настоящий. И для меня это необъяснимо. Не знаю я, почему так себя люди ведут. Может, какая-то программа реально переключить внимание с евреев на мусульман.
Может, таким образом они выживают. Может, реально они ненавидят всех мусульман, потому что вот мусульмане. Хотя вчера еще их убивали, и в том же Мюнхене на Олимпийских играх большевики. 7 октября 23 года среди вот мусульман, да, были и коммунисты, и христиане, ну, если верить Максиму Шевченко, который об этом рассказывает, очень, в принципе, осведомлен по этой теме, потому что это его тема и его жены Геворковой. Не знаю, почему так они себя ведут, не знаю. Ну да, говорят. И я всех их, любого мусульманина, который называет все христианство угрозой, или ислам, или иудаизм угрозой, или буддизм угрозой, я их всех считаю фашистами. Самыми мерзкими фашистами, кто вот это нагнетает, разжигает. Понимаете? Нет ни хорошей религии, ни плохой религии. Есть люди, которые интерпретируют эту религию так или иначе. И это всегда было. Всегда были. И радикалы были, и экстремисты были, и крайние формы были. И в христианстве были, и в иудаизме были. Все было, везде было. Ну, фашист он и в Африке фашист. Вот все, что я могу сказать. Называя мусульман радикальных, которые призывают там все кафиры неверные, все там враги, там зло, они оттуда идет зло. Вот, когда эти говорят, я их тоже называю фашистами. И тоже абсолютно непримирим к ним. И никогда не позволял ни антисемитизм в своем присутствии, по крайней мере, вот явный, выраженный антисемитизм. Я никогда не молчал ни про любую другую религию или христианство. Абсолютно. Но зачем? Непонятно. Непонятно. Расследователи нашли связь между пролетами неопознанных дронов. Да, спасибо, Баванятка. Абсолютно так. И наша задача не опускаться до уровня вот этих дискриминантов и нацистов, фашистов, а остаться людьми. Но в рамках общепринятых человеческих норм, морали. Не опускаться до этого уровня. Мусульман об этом пишут. Я много вижу чеченцев и других кавказцев, которые поддерживают евреев и понимают, что они обязаны защищаться. Да, никто не поддерживает, ну, может быть, кто-то поддерживает, но военные преступления, какие-то жестокости, никто не хочет поддерживать, и никто не хочет разделять, и не будет разделять. Но то, что право евреев иметь свое государство, жить безопасно и растить своих детей в безопасности, это право многие чеченцы понимают абсолютно. И это так далеко, реально, где-то там что-то происходит, там кто-то с кем-то воюет, да, когда им показывают вот кадры разорванных тел там и так далее, а это пропаганда мощная идет, то реакция у любого может возникнуть, да, против этого. Но всех иудеев, всех евреев обвинять. Ну, вот есть Кутаев Руслан, есть еще кто у нас там еще есть. Не наш, конечно, но их. Это все россияне. Если вы посмотрите, вот антисемиты, они всегда за россиян бывают. И исламофобы бывают за россиян почему-то. Странным образом. Да. Евреи живут и в мусульманских странах, и рядом с мусульманами в демократических европейских странах. Мне кажется, вот такой оголтелый фашизм, который некоторые используют, он не красит никого. Не знаю, как-то так.
Но то, что есть, работа ведется, я уже давно сказал, на глубинном уровне, просто таком, на махровом антисемитизме Россия просто глубинно раскапывает вот всю свою советскую вот эту подноготную, начиная от того, что евреи пьют кровь младенцев, жертвоприношения приносят там, ну ужасы, короче, рассказывают. И все, всем управляют евреи и так далее, и так далее. Все зло, украинцев, русских стравили евреи. Ну, короче, вот это все рассказывают вот с такой, убедительно пытаясь, да, факты какие-то, конечно, искажая. И тем самым пытаясь свое родное ФСБ спрятать за евреями. Нет, евреи в этом не виноваты. Но вот такой вот исламофобские выпады есть, к сожалению. К сожалению. И, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Если евреи начнут говорить то же самое, я то же самое буду говорить. Если они будут говорить про других, я то же самое буду говорить. Я просто не буду разделять эту точку зрения, я осуждаю ее. Если говорит чеченец про евреев или про христиан, я ему то же самое скажу. И говорю, и говорил, и врагом меня объявили, и врагом мусульман объявили, и каждый день сказки эти рассказывают. Это все мы же видим. Но вот такая вот ситуация. Очень жаль, конечно, что так происходит. Говоришь все правильно, говорит, но в жизни все не так, говорит Леннон. Ну, объясни тогда, а как тогда правильно? Давай тогда поддержим, давай, вот мне в ТикТок пишет Леннон, ну давай поддержим тогда, давай все начнем делиться, давайте будем говорить, все мусульмане враги, давайте будем всех их там изгонять, убивать. Ну, то, что они говорят про иудеев некоторые. Ну, знаете, я вам скажу, мусульмане, они не могут быть против иудеев. Просто по определению, наша религия, так, мне так иногда весело бывает, мусульмане плохие, а христиане и иудеи хорошие. Так мы, мусульмане, признаем всех вот этих святых посланников, которые есть у этих всех религий, их учения признаем, события, которые происходили в Торе, то есть в Новом Завете, в Новом Завете, все у нас в Коране написаны. Но давайте будем последовательны тогда. Если мы обвиняем ислам, то тогда и христианство, и иудаизм обвиним. Потому что это, в принципе, одно и то же. Мы не зря, мы единобожники и называемся последователями авраамической религии. От Авраама мы все идем. Моего сына Авраам зовут. Ну, по-чеченски это Ибрахим. По-мусульмански мы Ибрахим зовут. Мы называем Муса, у нас имена есть. В огромном количестве. Моисей, значит. Иса у нас, Иисус. И имена есть. О чем вы говорите? Ну да, я понимаю, ненависть там, когда все пишут, говорят. Я сам борюсь с этой ненавистью. Вы не представляете, какую ненависть на меня набрасывается. Понимаете? На меня какая ненависть за то, что я поддерживаю Израиль. За то, что я поддерживаю их право жить свободно и безопасно. Все, что я поддерживаю. Я не поддерживаю убийства, военные преступления, еще чего-то. Но я считаю, что они имеют право защищаться. И только за это меня пытаются там что-то... Ну, у них не получается. Хотя они там постоянно везде это втыкают, вклинивают. Понимаете? Тем самым, чтобы отвернуть от меня чеченцев. Сказать, что я враг чеченцам, плохой я чеченец, плохой мусульманин и так далее, и так далее. Поэтому, если мы последовательны, мы должны быть ко всем религиям тогда также авраамическим относиться. Приветствую Израиль, шалом, Израиль. Ам Израиль хай, чтобы вы понимали, да, чтобы тут не получилось, что они будут куски вырезать, там, интерпретировать и так далее. Поэтому в жизни получается. Получается в жизни так, как мы хотим. Просто стойте на этом, и все. Прожил же как-то 50 лет, да. Проживу дальше. Поэтому нужно просто с пониманием относиться к тому, что происходит. Когда произошло нападение на 7 октября на Израиль, оно произошло не только и не столько мусульманами, именно как религией. Хотя, да, арабы, мусульмане, там есть и христиане, там есть и коммунисты и так далее.
Но кто финансировал их? Кто их 70 лет накачивал вот этой ненавистью? Да, они сами есть свое внутреннее арабский этнонационализм, о великой арабской империи они мечтают. Вы думаете, они только к евреям претензии имеют? Они к туркам имеют претензии, османам. Они ко всем другим мусульманам имеют претензии. И они считают, что мы все, арабы считают, что мы все мусульмане, должны быть под их пятой. Что вот там есть последователи пророка Мухаммада, мир всем нашим пророкам. И мы должны подчиняться вот только вот он из семейства курайшитов, и мы должны вот его последовать, поддерживать, ну, подчиняться ему. То есть новая нам создается империя, и мы должны все мусульмане подчиниться вот этой империи. А то, что эти люди ну, как бы не учитывают наше мнение, ну, это, ну, как бы, ну, подумаешь, там, какие-то там чеченцы, ну, что, есть чеченцы, нету чеченцев, там, ну, что, разве арабский мир от этого будет переживать? Абсолютно не будет. Арабский мир в десна целовался, просто в засос, извиняюсь за подробности, с Путиным и с Россией, когда она нас уничтожала. И до сих пор десна целуются. И когда иранскими муллами, да, там и шииты, все это вперемешку идет. Понимаете? Идет очень мощная такая каша, чтобы в голове у молодого человека ничего не осталось, кроме этой каши. И вот это как нам преподносится, что вот мусульмане напали освободить Аляксу. Но в исламе говорится, что все мечети на земле, все, Алякса, Малякса, там, хадж, вот в Мекке то, что мечети, все на земле мечети вот разрушить до единой, она не стоит одной человеческой жизни. Одной человеческой невинной жизни. Все мечети, все эти здания не стоят. Понимаете? А нам рассказывают, что вот, для чего это делается? Чтобы 2 миллиарда мусульман поднялись, сказали, вот, это евреи хотят против ислама. И евреи говорят, да, это мусульмане виноваты, все до единого, некоторые отдельные евреи. Тогда у меня возникает вопрос, а как так получается? Русские настаивают на том, что наводнение Аляк, русские иранцы, Хамас это террористическая банда Ирана и России. ЧВК Хамас. Они говорят, что это религиозная война, хотя талантливые и способные, то я уверен, что и в России они талантливые и способные. И мы знаем очень много ученых, образованных, талантливых, умелых людей среди еврейского народа. Очень много таких выходит. И эти люди, они есть и в России. И вот получается, что вот всем нужно говорить про мусульман. Что вот мусульмане. О, как раз то же самое, как раз об этом речь и шла. Получается, арабы сектора Газа нападают под защитой ислама. Правда, не на Аляксу они нападают, которая в другом конце находится, а почему-то нападают на какие-то там мирные деревушки и убивают женщин и детей. Не понимаю, зачем, конечно, как Алякса освобождается, когда убивают женщин и детей. Ну, вот такое вот мы все видели. Понимаете? И эти вещи нужно понимать. И зачем повторять их пропаганду и сказать, а евреям-то жить на этой земле, правильно? 2 миллиарда мусульманов никуда не исчезнут. Да, можно говорить, что они плохие, там, сихие, хотя, ну, глупо говорить на 2 миллиарда людей, что они все плохие. Понимаете, этой религии 1500, почти 1500. За 1500 лет, если она стала одной из самых большой религий на земле, то, наверное, как минимум она сосуществует с другими, и, значит, она не такая уж людоедская, как ее пытаются нам представить. Понимаете? Вот очень такие вещи происходят странные. Очень, я понимаю, неприязнь какая-нибудь там, инстинкт самосохранения, какая-то боязнь, опасения. Но евреям же жить в этом мире, их детям жить в этом, и внукам жить в этом мире. Зачем? Зачем мне представить благородную миссию по защите своего народа, своей страны, которая, ну, налицо. 7 октября был акт геноцида. Убивали евреев за то, что они евреи. И на этом как бы держать эту марку, на этом стоять. И все, и любой мусульман, любой
адекватный, непредвзятый человек, он поймет эту позицию. Он поймет и скажет, да, они имеют право, почему нет? И это не борьба арабов и евреев, по факту. Это борьба Варшавского договора, СССР и НАТО. И они должны решать. Если сейчас Варшавский договор это враг, то вот Америка, Англия, они должны решать проблему евреев. Они должны посылать войска, вводить миротворцев. Ну там Америка сейчас что-то пытается делать. И Британия, я думаю, что-то там делает. Но зачем делать евреев врагами всех мусульман? Выставлять таким вот образом. Особенно, когда вот этот пик идет. Может, это ответная реакция. Но было бы правильно ответная реакция Ирана и арабов. Вот это было бы понятнее, кто реально за этим стоит. Вот как я сейчас, еще евреи лучше знают эту свою историю, глубинно знают ее. И по совокупности можно было бы прийти к какому-нибудь такому знаменателю, где людям спокойно объяснили бы: мусульмане, вы не виноваты, мы вас не виним, мы наоборот считаем, что надо со всеми жить в мире. Давайте жить в мире. Было бы так правильнее, мне кажется. Ну а, как говорится, время все рассудит. ТРТ это турецкая Russia Today. Вот там каждый выпуск прям пропитан ложью и ненавистью к евреям и Израилю. Russia Today, ты как бы по аналогии говоришь Russia Today, или реально ТРТ это как Russia Today переводит, турецкая Russia Today? Напиши, пожалуйста. И да, я с тобой согласен, вот этот ТРТ абсолютно антисемитский канал. Просто они маленький такой факт высасывают из пальца, раздувают его, пишут. Да, почему на них тогда евреи не говорят? Вот, почему на турков, на них не наезжают? Да, там могут что-то сказать, не говорят в целом. Хотя турки тоже, в принципе, разные есть. Тоже, да? Ну вот как-то так, не знаю, какая-то большая, знаете, как было в 2014 году, 2013 году был теракт в Бостоне, и война готовилась для того, чтобы сирийскую вот эту армию Башара Асада отодвинуть ее, разгромить ее. И произошел теракт в Бостоне. После того, как произошел теракт в Бостоне, вот эта вся сила, которая накапливалась против Башара Асада, была переключена против ИГИЛ. И сейчас та сила, которая нагнетается, набирается против России, она может быть переключена против мусульман. В целом против мусульман. Понимаете? Вот чего я, например, опасаюсь. Почему они, вот сейчас мы же видим, огромные силы накапливаются на то, чтобы готовиться к войне. И сейчас, ну, можно переключиться на какую-нибудь там мусульман, я не знаю на кого, как это произойдет, трудно поверить, что это произойдет, но вот такой прецедент был, например, такой прецедент был в Бостоне. Так, абсолютно, Бавонетка, абсолютно так. Мы же не говорили, что нацисты, например, это христиане. Ну, тогда такого тренда не было. Сейчас тренд на религиозное разделение. Это самое страшное, что в истории было всегда. Вот это религиозное разделение. Люди ушли от этого, пытались не делиться по религиозному признаку, потому что не воевать, не враждовать. Потому что это дело каждого, личное дело. Религия – это твое личное дело. Но когда нам это начинает навязываться, самые страшные войны – это именно вот эти религиозные войны. Когда католики против протестантов, когда делить нас всех от христиан
украинцев «Слава Украине», от иудеев «Ам Израиль Хай», от чеченцев скажу «Нохчик Ам Динду», все будет Ичкерия. А также «Живе Беларусь», Вованетка, уважение к вам, Азербайджану, Казахстану и всем-всем большой ассалам алейкум. Все будет Ичкерия. God bless the United States of America and Germany. Адикёй Маш Ойл. До свидания, друзья.